Пожарные и аварийно-спасательные формирования наряду с тушением пожаров и проведением связанных с ними аварийно-спасательных работ зачастую выезжают на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, которые случаются на автомобильных дорогах республики довольно часто. Сегодня мы хотим вам продемонстрировать, как аварийно-спасательные формирования проводят деблокирование пострадавших из поврежденных автотранспортных средств при ДТП. Легенда такова. Из-за нарушения правил дорожного движения водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением, совершил наезд на препятствие, при этом оба пассажира зажаты в автомобиле, оба оказались с черепно-мозговыми травмами, травмами шеи, травмой грудной клетки. К месту ДТП подъезжает аварийно-спасательный автомобиль с боевым расчетом. Вот смотри, там, видишь, дяди сидят в машине. Так, близко к машине не подходите. Потому что мешать. Смены подбегают к поврежденному автомобилю и оценивают характер повреждений у пострадавших. Место происшествия ограждается оградительными конусами, готовится аварийно-спасательное и другое оборудование для проведения спасательных работ. Охраняет. Стойте, Автомобиль стабилизируется, чтобы во время проведения спасательных работ не произошло раскачивание и дополнительно не нанесены травмы пострадавших. Открывается капот для того, чтобы отключить Смотри. аккумулятор автомобиля для исключения самовоспламенения, возможно, разлившегося топлива. Подготовлена гидравлическая станция с аварийно-спасательным инструментом. смотрите. Пожар имитирует сбитие остекления через заднее остекление. Пожарный проникает в автомобиль. В автомобиле он оценивает ситуацию повторно. Пожарные в это время, пожарные спасатели открывают все остекление. При этом пострадавшие накрываются защитными покрывалами для исключения порезов и на шее накладываются защитные воротники. Там внутри автомобиля находится пассажир, который защитным лепестком защищает. Мужчина, можно отойти, попросить? От осколков В стекла. сторонку отойдите. Производится с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрытие дверей. Смотри. Одновременно второй спасатель производит. Мы сыктывкарцы и гости столицы. Вашему вниманию предлагается один из способов спасения людей с высоты на пожаре с помощью автоколенчатого подъемника и прыжкового пневматического спасательного устройства. Людей с высоты можно эвакуировать и спасать различными способами. Основные способы — это, конечно же, эвакуационные лестничные марши. Но когда огнем либо опасными факторами пожара преграждены основные пути эвакуации, пожарные подразделения используют свои технические устройства и сооружения. С помощью пожарных автомобилей можно непосредственно сразу с окон, балконов, верхних этажей здания проводить эвакуацию. Я уже говорил то, что данные машины, которые у нас сегодня представлены на выставке, 50-метровые, с помощью них можно массовую эвакуацию проводить